В эфире программа «Актуальное интервью» о том, какие новые меры поддержки малого и среднего бизнеса республики начали действовать, что даст предстоящее введение налога для самозанятых якутян и что выявили рейды по проверке соблюдения новых требований безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции в торговых объектах. Об этом сегодня, в День российского предпринимателя, мы поговорим с министром предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ириной Высоких. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. С 18 мая начался прием заявок на получение субсидий для предпринимателей, включенных в расширенный перечень пострадавших отраслей в период этой пандемии. Вот кто может претендовать на эти субсидии, на какие конкретные цели они предусмотрены? Действительно, 15 мая стартовал сбор заявок. Для поддержки мы разрабатывали совместно с бизнес-сообществом. У нас определен регистр пострадавших отраслей, он есть на нашем портале Бычит.ру. Он гораздо шире, нежели список пострадавших отраслей, который был разработан на федеральном уровне. В частности, например, в нашем списке есть частные детские сады, есть представители производственного, например, ювелирная отрасль. И на текущий момент мы его продолжаем совместно с бизнес-сообществом дорабатывать далее. Буквально на этой неделе у нас состоится очередная антикризисная комиссия, где мы рассмотрим новые предложения по расширению данного списка. Хотелось бы отметить, что меры поддержки направлены, например, на компенсацию процентов по кредитам и лизинговым платежам, на компенсацию аренды, компенсацию части затрат индивидуальным предпринимателям по страховым взносам, именно тому бизнесу, который у нас находится на патентном налогообложении. Также мы разработали специальные меры поддержки для того, чтобы наш офлайновый бизнес мог перейти в онлайн. Это именно меры поддержки направлены на цифровизацию бизнес-процесса, например, на оборудование рабочего места для того, чтобы работать в онлайне, и на выход на маркетплейс, на создание собственных интернет-магазинов, сайтов и тому подобное. Кроме этого, у нас разработаны уникальные меры поддержки, направленные на поддержку тех предпринимателей, которые относятся к категориям одиноких или многодетных родителей, которые являются инвалидами, либо имеют детей-инвалидов. Для таких предпринимателей мы компенсируем коммунальные платежи и арендные платежи. Кроме этого, мы возмещаем часть затрат турбизнесу на приобретение турснаряжения и на оборудование туристических баз, что наиболее актуальными на текущий момент являются затратами для туристического бизнеса, которые активно готовятся к турсезону, несмотря на любые ограничения, веря в то, что он у нас состоится. И мы присоединяемся к этим надеждам. Вот, Ирина Сергеевна, вы сказали про онлайн-бизнес. А вообще много ли предприятий наших, предпринимателей, перешли на такую форму в условиях пандемии? Да, и с каждым днем их становится все больше. Да, потому что все понимают, что бесконтактная доставка – это сейчас одна из возможностей, которая может дать хоть какой-то заработок тому бизнесу, который у нас ограничен принятыми мерами в условиях пандемии, которая на текущий момент у нас в республике происходит. Поэтому у нас многие рестораны перешли в онлайн, и, естественно, они хотят иметь собственные сайты для того, чтобы предложить свою продукцию своему потребителю. У нас перешли непродовольственные товары, например, одежда, обувь очень активно вошла в эту отрасль, вошла в онлайн и выходит на маркетплейсы, выходит на решения собственные, поэтому услуги у нас практически все сейчас перешли в онлайн, потому что, несмотря на то, что у нас многие не были ограничены, но они, беспокоясь о здоровье своих коллективов, тоже активно переходят в онлайн.
Ну, давайте вернемся к приемам заявок на получение субсидий. Есть ли какие-то сроки? Нужно ли торопиться нашим предпринимателям и сколько заявок уже поступило? До 6 июня мы принимаем заявки. На вчерашний момент у нас было уже около 40 заявок. Это те уже заявки, которые представили полные пакеты. То есть у нас заявок-то как таковых очень много, но приходится некоторые пакеты отправлять на доработку, потому что не все своевременно смогли принести соответствующий пакет документов. Он четко определен порядком, и отходить от него мы не можем по закону, в том числе по закону 209, федеральный закон. Вот с 1 июля в Якутии вводится новый налоговый режим для самозанятых. На кого он рассчитан и какие преференции они могут получить, если зарегистрируются? Да, очень хороший вопрос. Спасибо вам большое за возможность рассказать о налоге на профессиональный доход. На самом деле мы его ждали очень давно, и многие предприниматели обращались к нам с просьбой все-таки ускорить с введением налога на профессиональный доход. Но было принято решение подождать, и мы наблюдали за тем, как у нас работает этот налог в пилотных регионах, например, в Татарстане или Калужской области. И 1 июля мы все с нетерпением ждем введения НПД в Якутии. У нас практически весь наш серый сектор имеет возможность легализоваться, и мы предоставляем для этого все возможности. Мы разработали специальный акселератор, мы готовы учить, мы готовы предоставлять меры поддержки для того, чтобы этот переход был комфортным. Но в условиях пандемии очень многие из нелегального сектора поняли, что все-таки легальным быть выгоднее, что меры поддержки предоставляются только легальным предпринимателям. А также многие поняли, что нужно все-таки выводить в белый сектор своих сотрудников, потому что, к сожалению, многие сталкиваются сейчас со штрафами. Госинспекция труда не дремлет, они следят за тем, чтобы соблюдался трудовой кодекс. Ну и кроме этого, именно легальный бизнес и тот бизнес, у кого сотрудники были оформлены должным образом, он получил, конечно, больше поддержки, нежели остальные. Вообще сам налог на профессиональный доход очень удобный. Зарегистрироваться можно буквально в несколько секунд. И хочу отметить, что оплачивать страховые взносы на данной системе налогообложения не требуется. Достаточно оплачивать 4%, если вы работаете с физическими лицами, и 6%, если работаете с юридическими. Главное требование – не иметь работодателя и не иметь работников. То есть это именно для тех физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают сами на себя. Ну вот в период пандемии ваше министерство проводит рейды по выявлению нарушений в торговых объектах. Но мы многие знаем, когда заходим в магазин, видим, что бывают даже продавцы, охрана, другой обслуживающий персонал. Многие из них без масок, без перчаток. Вот что показали ваши рейды? Я хочу сказать, что на самом деле мы боялись, что у нас самая главная проблема будут большие магазины, где, значит, большой поток покупателей, но они сориентировались первыми. У нас во многих больших крупных магазинах даже выдают бесплатно маски на входе, предоставляют возможность обработать руки санитайзером и следят четко за социальной дистанцией, объявляя в том числе в громкоговоритель о том, что необходимо держаться подаль друг от друга, чтобы не подвергнуться новой коронавирусной инфекции. В маленьких магазинах сложнее, там не всегда есть охрана, и они не выполняют вот эти требования чтобы люди без масок не заходили в магазин. То есть кассу они покидать не могут, и в связи с этим такие вопросы у нас возникают. Я вообще выступила недавно с обращением в адрес продавцов, чтобы они не обслуживали покупателей, которые
находятся без масок. У нас есть указ главы, где четко написано, что у нас введен масочный режим, что у нас режим самоизоляции. Есть также рекомендации Минпромторга, где тоже сказано о том, что рекомендовано не обслуживать людей без масок. Поэтому на наших рейдах мы чаще видим такую картину. Продавцы у нас все-таки в масках, в перчатках, мы их поправляем, мы выносим их предупреждения, и чаще всего достаточно этого. На повторный рейд мы уже видим совершенно другую картину. Никто не хочет платить штрафы. Поэтому при повторном рейде, к счастью, мы наблюдаем ответственность магазинов. Но мы наблюдаем абсолютную безответственность наших с вами горожан, которые не всегда соблюдают масочный режим, подвергая не только себя, но и всех окружающих опасности. Поэтому еще раз хочу призвать, пользуясь случаем, всех жителей города Якутска и всей республики, пожалуйста, в общественных местах носите маски. Маски у нас сейчас доступны. Вы можете заказать их в самом маленьком швейном цехе. У нас шьют сейчас все. Абсолютно эти масочки. Достаточно приобрести одну-двух, вечером постирать, погладить утюгом, надеть снова. Не обязательно покупать одноразовые маски, потому что их менять каждые 23 часа нужно, и большой расход получается. Поэтому так вы поддержите и предпринимателей, в том числе самых маленьких, которые действительно сейчас имеют возможность заработать только за счет этого, что они шьют перчатки, маски и всячески участвуют в борьбе с коронавирусом. Но и поддержите наши магазины, которые не хотят закрываться, хотят соблюдать масочный режим, но не всегда имеют возможность предупредить, чтобы к ним в магазин зашли люди без маски. Это и касается именно маленьких магазинов. Поэтому я прошу, чтобы все мы друг к другу относились прежде всего с уважением. Ирина Сергеевна, если вот все-таки граждане замечают нарушение правил безопасности в магазинах, куда им обращаться, куда нужно звонить и какую ответственность несут виновные? Кроме штрафа. Мы открыли горячую линию по номеру 8 914 267 48 95. Вы можете позвонить, сообщить о данном факте. Можете также обратиться на нашу горячую линию 8 800 158 80. Это горячая линия центра «Мой бизнес». У нас штрафы достаточно высокие, если это мы говорим о юридических лицах, это от 100 тысяч до 300 тысяч. Если это физические лица, то это штрафы от 1000 рублей и выше. У нас на самом деле штрафы уже получило достаточно большое количество и физических, и юридических лиц. Поэтому, конечно, не хотелось бы прибегать к таким мерам, но приходится делать и МВД, и полиции, и нашему министерству, которое сейчас уполномочено контролировать ситуацию в общественных местах, в частности в торговых объектах и в тех пунктах общественного питания, которые должны быть закрыты на текущий момент. Мы работаем каждый день. Мне, например, очень была показательная ситуация в воскресенье, когда наши ребята с отдела торговли выезжали в речной порт, и в ручном режиме приходилось им закрывать все эти кафе и объяснять людям, которые находятся там, что они должны находиться в данное время дома. В основном это, конечно, молодежь, это молодежь студенческого возраста. И днем, к сожалению, это очень много пожилых людей, которые также могут воспользоваться доставкой или услугами волонтеров, чтобы получить продукты питания на дом. Но почему-то этого не делают. Я понимаю, что всем тяжело уже сидеть дома, но стоит, наверное, немножко потерпеть, чтобы мы могли весь наш бизнес наконец-то открыть. Я вот от лица всех предпринимателей обращаюсь еще раз. Пожалуйста, сидите дома и по возможности заказывайте все продукты на дом. Предпринимателям очень хочется открыться и начать работать. У них тоже семьи. Всем хочется и открыться, и уже наконец-то, чтобы закончилась вся эта ситуация с коронавирусом. А вообще много ли обращений поступает на горячую линию и как это помогает?
У нас очень много обращений поступает. Ну, на текущий момент это уже наверное, около 10 тысяч точно. Вчера это была цифра 9,5 тысяч обращений. Поэтому мы отрабатываем каждое обращение. Мы сделали специальный раздел также на нашем портале B14. Часто задаваемые вопросы. Это на случай, когда кому-то не очень комфортно звонить, он хочет получить всю информацию с сайта. Мы ежедневно там актуализируем информацию, там есть вся информация по субсидиям, по мерам поддержки, по тому, как получить, например, льготный кредит. На сегодняшний день мы очень много заявок на кредит непосредственно через сайт получаем, поэтому портал и раньше был одним из любимых сайтов в республике для бизнеса, одним из популярных сайтов на Дальнем Востоке. Сейчас он стал популярнее в несколько раз, поэтому мы стараемся всю информацию дать предпринимателям онлайн. С какого времени предпринимателям, которым еще не разрешено вести деятельность, ждать послаблений и ограничительных мер, к примеру, парикмахерским? Вот недавно вы говорили о том, что будете предлагать оперштабу рассмотреть возможность возобновления их работы. Да, мы встретились с предпринимательским сообществом, с нашими парикмахерами, выработали совместные подходы. Как и обещала на оперштабе, я их озвучила. На данный момент они рассматриваются, и мы очень надеемся, что в ближайшее время им дадут возможность с соблюдением всех мер предосторожности. Это и ограничения по квадратуре на одного посетителя, это и особые условия санитарной обработки. Им разрешат работать, потому что большая часть из них ответственная, не принимает посетителей, но есть такие прецеденты, когда некоторые парикмахеры, в основном даже нелегальные, принимают на дому. Поэтому, мне кажется, здесь лучше дать возможность заниматься предоставлением подобных услуг легальному бизнесу, который сделает все возможное для того, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией. У них есть для этого все возможности. Ирина Сергеевна, сегодня День предпринимателя. Ваши пожелания? Уважаемые предприниматели, да, сейчас очень тяжелый период, но я вижу каждый день, как вы стремитесь дать поддержку не только своим сотрудникам, не только своим семьям, но и друг другу, как крупные, большие бизнесы помогают маленьким, как протягивают друг другу руку в этот тяжелый период. Это доказывает еще раз, что в республике бизнес действительно социально ориентированный, и он достоин только новых перспектив и только новых возможностей. Я желаю вам новых высоких достижений, я желаю вам крепкого здоровья и очень надеюсь, что в скором времени наш бизнес в республике получит новый рывок к развитию и будет так же динамично развиваться, как это было до пандемии. Еще раз вас поздравляю и искренне желаю вам только процветания. Мы присоединяемся к поздравлениям. Ирина Сергеевна, большое спасибо за интересную, а главное полезную беседу. О том, какие новые меры поддержки малого и среднего бизнеса республики начали действовать, что даст предстоящее введение налога для самозанятых якутян, мы поговорили сегодня с министром предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ириной Высоких. Не переключайтесь.